Прошу всех встать. Прошу садиться. Доброе утро, уважаемые участники судебного заседания. Заседание суда объявляется открытым. На заседании суда рассматривается дело проверки конституционности статьи 15, пункта 4 статьи 17 Закона о защите государственных секретов. Заседание будет рассмотрено полным действующим составом суда под председательством Мамырова. Секретарем судебного заседания является Кенесариева Наргиза. Наргиза, доложите о присутствии вызванных участников. На сегодняшнем судебном заседании присутствует представитель по доверенности Мамбекова Азамата Альбертовича Султаналиев Марат Бакаевич. Со стороны ответчика представители Джорпи Кенеша Кыргызской Республики Рызбеков Таунбек Рызбекович, Молдошев Эрнест Замирович. Иные лица: постоянный представитель президента в Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики Касымбеков Нурбек Айтеевич. Представители правительства Кыргызской Республики Эсеналиев Максатбек Кульчуроевич, Джунусова Динара Мирахматовна, Ибраев Эдиль Нурович. А также были приглашены представители адвокатуры. Они были надлежащим образом введены, но не явились. Спасибо. Султаналиев Марат Бакаевич, пройдите к трибуне, представьте информацию о себе. Фамилия, имя, отчество, место работы, год рождения. Адвокатом в адвокатский кабинет Султаналиев МБ. Родился 9 июля 1965 года рождения. Представляете интересы Мамбекова, да, по доверенности? Да, я представляю интересы Мамбекова по доверенности. Доверенность представлена в материалах суда. Коллеги, есть вопросы? Нет. Присаживайтесь. Представитель Джорпи Кенеша Рызбеков Таунбек. Пожалуйста, к трибуне. Здравствуйте, уважаемый судья. Рызбеков Таунбек Рызбекович, эксперт юридического отдела, являюсь представителем Джорпи Кенеша по доверенности, выданный заместителем Турага Джорпи Кенеша Бакировым. Есть вопросы, коллеги? Присаживайтесь. Второй представитель Джорпи Кенеша Молдошев. Пожалуйста, к трибуне. Здравствуйте, уважаемые судьи. Молдошев Эрнест Замирович, заведующий отделом комитета по международным делам обороны и безопасности. Представляю интересы Джорпи Кенеша согласно доверенности, выданной вице-спикером Джорпи Кенеша Бакировым. Есть вопросы? Нет? Присаживайтесь. В качестве иных лиц по данному делу у нас приглашены постоянный представитель президента Касымбеков Нурбек Айтеевич. Пожалуйста, Нурбек Айтеевич, информацию о себе представьте. Здравствуйте, уважаемый суд. Касымбеков Нурбек Айтеевич, 1967 года рождения, проживаю в городе Бишкек, являюсь постоянным представителем президента в Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики. Вопросы есть? Нет? Присаживайтесь. Спасибо. Следующим в качестве нового лица также приглашены представители правительства, заместитель министра юстиции Эсеналиев Максатбек Гульчарович. Пожалуйста, информацию о себе представьте. Доброе утро, уважаемый председатель, уважаемые судьи. Я Эсеналиев Максатбек Гульчарович, 6 февраля 1979 года рождения, представляю интерес правительства, являюсь заместителем министра юстиции. Уполномоченный Максат Гульчарович, вернитесь к трибуне. Уполномоченный кем? Представлять интересы правительства. Уполномочен по доверенности правительства. Подписан директором Центра представительства в судах правительства Кыргызской Республики. Есть вопросы, коллеги? Нет? Присаживайтесь. В качестве иных лиц также
Попрошу все телефоны выключить, либо поставить на беззвучный режим. В качестве следующего представителя правительства выступает Джунусова Динара Мирзахматовна, сотрудник ГКНБ. Пожалуйста, информацию о себе. Представьте суду и участникам процесса. Здравствуйте, Джунусова Динара Мирзахматовна, сотрудник ГКНБ. Представляю интересы правительства по доверенности Центра судебного представительства. Угу. Есть вопросы по документам? Коллеги, присаживайтесь. Следующий представитель правительства Ибраев Эдиль, также сотрудник ГКНБ. Уважаемый председатель, уважаемый суд, Ибраев Эдиль Нурович, 23 сентября 1991 года рождения, являюсь сотрудником ГКНБ, а также представителем правительства по доверенности Центра судебного представительства. Угу. Есть вопрос? Нет? Присаживайтесь. Уважаемые участники заседания, дело будет рассмотрено на официальном языке в связи с обращением заявителя и ввиду отсутствия возражения со стороны представителей Джорджа Кинеша. Сейчас переходим тогда к рассмотрению дела, и слово для выступления предоставляется судье-докладчику Салаеву Дедегеру Ибраевичу. Пожалуйста, Дедегер Ибраевич. Сейчас, секундочку. Сейчас. До того, как предоставить слово, я должен вам разъяснить права. Встаньте, пожалуйста, в сторону. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии с Конституционным законом и Конституционной палатой Верховного суда Кыргызской Республики в ходе судебного заседания вы имеете право представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, предоставлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устное и письменное объяснение судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основания или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционной палате и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 36 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики вы вправе заявить отвод судьи или судьи. Марат Бакаевич, вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясны. Заявление ходатайства имеется? Пока нет. Присаживайтесь. Представители Джорджа Кинеша, вам ясны ваши права и Да, обязанности? ясны. Заявление ходатайства не имеется? Не имеется. Присаживайтесь.